Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В Якутии в рабочей поездке находится Маргарита Лянге, президент гильдии межэтнической журналистики, заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации. Сегодня она гостья нашей студии. Маргарита Арвитовна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Вот вы в журналистике уже больше 30 лет, были и корреспондентом, и ведущей прямого эфира, также возглавляли пиар-службу радиостанции ВГТРК. Скажите, когда же вы заинтересовались межэтнической журналистикой и почему? Тема мне была всегда интересна. Собственно, с этой темой даже связан мой переход из газетной, печатной журналистики в радиожурналистику, потому что тогда, в 90-е годы, считалось, что эта тема, она не публичная, что она должна решаться какими-то административными, идеологическими инструментами, но не в публичном пространстве. Но мне всегда казалось, что это не так. Собственно, я поэтому и перешла на Радио России. Тогда еще оно только создавалось, и мне было сказано: да, тема интересная, если тебе нравится, пожалуйста. А вот как член Общественной палаты Российской Федерации, на ваш взгляд, каким образом наше государство сейчас решает задачу различных этносов и конфессий и их интеграции? У нас очень много программ, у нас есть и государственная программа реализации госнацполитики, там огромные средства выделяются, у нас в каждом регионе есть региональная программа, и плюс еще не нужно забывать об огромном количестве институтов гражданского общества, которые между собой взаимодействуют. Собственно, этим и занимается, скажем так, высший орган гражданского общества в нашей стране, это Общественная палата Российской Федерации. Поэтому инструментов очень много, но и проблем на самом деле очень много. Тем более сейчас, когда у нас идет специальная военная операция, и, к сожалению, мы видим, что, в общем-то, столкновения у нас происходят не только собственно, там, где идут какие-то военные столкновения, но и на идеологическом фронте очень серьезные. Причем главный аспект делается на то, чтобы посеять рознь между народами России. А у нас 193 народа. Представляете, что может начаться, если вдруг мы на это поддадимся. Но, с другой стороны, у нас многовековой опыт хорошей, доброй жизни, взаимопроникновения культур. Поэтому я думаю, что, да, для нас это, с одной стороны, угроза, но мы столько веков живем вместе в дружбе и любви, что, наверное, если мы будем продолжать придерживаться своих правил, не смотреть куда-то на сторону, а именно своих правил, то все у нас будет нормально, так же, как и прежде. Прислушивается ли сейчас власть к мнению национальных общественных объединений, диаспор, общин? И если да, то какие результаты уже достигнуты? Прежде всего, есть совет при президенте по межнациональным отношениям, и каждый раз я, как член этого совета, могу сказать, что президент очень внимательно прислушивается к мнению членов совета, к порой каким-то даже очень жестким высказываниям и предложениям, и ни одного совета не было, после которого не было бы решений президента. И могу еще сказать, что ни одного совета не было бы, который уложился бы в регламент. Мы всегда намного больше, несмотря на огромнейшую занятость президента, никогда это все не бывает в попыхах, никогда это не бывает на бегу. И это тоже, между прочим, показатель того, что государство и власть очень внимательно прислушиваются к теме межнациональных отношений и к мнению лидеров этнокультурных организаций. Скажите, а вот в школах нашего региона, к сожалению, сокращены сейчас часы по изучению родных языков. Но, как говорится, если умирает язык, умирает культура. Как вы считаете, правильно ли, что сокращают часы? Вы знаете, здесь я бы не сказала, что это все так однозначно. Ведь сокращают не потому, что там кто-то злой наверху или сбоку или снизу решил, да, а очень часто родители сами не хотят, чтобы дети учили язык национальный. Вот это огромная проблема. То есть работать нужно прежде всего с родителями, потому что нынешнее законодательство по образованию, оно так построено, что если родители инициируют, то этих часов может быть и больше, и школа обязана предоставить такую услугу. И мы часто видим, что с одной стороны есть представители власти, которые говорят: надо учить язык. Да, его, конечно, надо учить язык, но никого невозможно заставить это делать.
Ну, это будет совсем неправильно. Это, знаете, как любовь по принуждению. Это же, это же совсем не то, что по любви, да. Так вот, как сделать язык привлекательным, как сделать так, чтобы и представители самого этноса, и все, кто вокруг живут, чтобы они с радостью бежали и в очередь стояли. Вот эта задача, мне кажется, очень серьезная для интеллигенции. Но здесь мы же сталкиваемся и с еще одной проблемой, когда ребенок, который обладает бесконечным потенциалом, умный и талантливый, учится все свое детство и сознательный возраст на родном языке, но если он поступает куда-то в центральный вуз, он просто не может осилить программу, которая там подается из-за языкового барьера. Ну, знаете, мне кажется, что тоже как бы переводить физику, химию и все остальное, да, вот на, я не знаю, насколько это продуктивно, насколько это нужно. Нужно вообще понять, язык родной, сфера его функционирования где? То есть мы как бы готовим человека для того, чтобы он и в космосе говорил на родном языке? Наверное, нет. Наверное, все-таки, да, особенно в России, где есть русский язык, язык межнационального общения, более продуктивно и эффективно для развития человека знать этот язык тоже хорошо. Но вопрос, вот где сфера функционирования родного языка? Наверное, это язык души, наверное, это язык общения в семье. И вот если в семье не хранят язык, то невозможно никакими государственными мерами его сохранить. Невозможно это сделать. Ну не будет же, извините, глава республики бегать после работы, да, приходить в семью и садиться с детьми, учить язык и разговаривать с ними. Это же смешно. Если родители, дедушки, бабушки этого не делают, то на кого пенять? И при этом у нас есть, между прочим, примеры народов, которые живут очень далеко, не имеют вообще никакой структуры в системе образования для изучения своего языка, но ни одного человека нет, который бы его не знал. Ну, например, вот чеченцы. Вот где бы чеченец, родившийся, я не знаю, там в Ярославской области, я таких очень хорошо знаю, в Кировской области, нету ни в школе, ни преподавания, ничего ни на языках, но в семье говорят, и это значит, что человек вырастает, зная язык. То есть все зависит от отношений в семье. Мне кажется, что в последнее время достаточно много политических спекуляций вокруг этой темы, вместо того, чтобы смотреть в корень, в то, что семья должна быть самым главным хранителем и ячейкой сохранения родного языка. Вот здесь я с вами соглашусь. Скажите, а сейчас какие актуальные проблемы возникают у коренных малочисленных народов Севера и как они должны решаться? Ну, проблемы прежде всего связаны у них с недропользованием, да, именно с доступом к биоресурсам. Но сейчас ситуация, слава богу, меняется. Был период, когда людям говорили, что им и ловить рыбу нельзя, и то нельзя, и все нельзя. Знаете, как будто они живут в городе и могут получить вот источники для своего существования каким-то другим путем. Да, человек, который живет в городе, у него есть возможность устроиться на работу, да, там, получать зарплату и дальше уже, соответственно, кормить свою семью. Но человек, который ведет традиционный образ жизни, у него, конечно, совершенно другие условия, и это нужно было учитывать. Постепенно, с одной стороны, есть огромный пул государственной поддержки, который, между прочим, иногда вызывает даже негативную реакцию у другого населения. Знаете, вот в одном поселке в очень суровых условиях живут, допустим, представители коренного народа и представители некоренного, там, русские, якут, там, кто угодно, да, но не относящиеся к коренным малочисленным народам. И у них совершенно, живя в одних условиях, у них совершенно разные как бы финансовые условия. Одному вроде как положены и субсидии, и деньги, и какие-то льготы, а другому как не положены. И более того, ведь там же есть преференции по поступлению в вузы, ну много-много разных преференций, которые именно обеспечивают жизнь коренных малочисленных народов. Поэтому, наверное, вот эту ситуацию надо выравнивать. Мне кажется, что люди, которые ведут одинаково традиционный образ жизни, независимо от национальности, живут в труднодоступных территориях, они, наверное, должны иметь равные условия, чтобы мы не делали из людей первый и второй сорт. Конечно, но здесь мы снова сталкиваемся с парадоксом. Если они находятся в отдаленной местности, то создать соответствующие условия бывает затруднительно. Скажите, а вот Общественная палата Российской Федерации как решает проблемы в этом ключе? Но Общественная палата может ставить вопросы, да, решать проблемы ни финансовых, никаких других рычагов нет, но у нас достаточно широкое поле для того, чтобы обозначать эти проблемы. И мы, например, говорили, наша комиссия проводила круглый стол по языковой политике
И, кстати, наша комиссия у нас стартовал десятилетие языков коренных народов. Именно у нас 22 февраля была первая конференция в стране, где собрались и общественники, и лингвисты, и представители власти, и бизнеса. И мы открыли вот этот год, вернее, десятилетие языков коренных народов, и говорили о проблемах, о том, что действительно самое главное – желание людей, которое должно быть потом обеспечено разными институтами, в том числе и бизнесом, между прочим. И вот эти вопросы мы ставим. Но есть еще и проблема цифровой дискриминации. Потому что сейчас, когда все переходит у нас в цифру, когда у нас большая часть обучения в цифре, а скажите, а вот в отдаленных регионах у нас действительно такой прям хороший интернет для того, чтобы ребята могли в любой точке, ведь это легко решается. Если создать хороший пакет обучающий по тому же родному языку, то неважно, в какой точке находится ребенок, если у него есть доступ к нормальному интернету, то он может это делать и онлайн, и может и курсы смотреть, и все это сохраняется. То есть современные технические возможности, они позволяют. Но все ли отдаленные территории у нас подключены к этому? Ведь известны же истории, когда ребята вынуждены были там на березу залезать для того, чтобы отправить какие-то задания, особенно когда вот это была пандемия, и все были на самоизоляции. Поэтому здесь вот эти вот вопросы именно доступа к хорошей связи. Да, а дальше уже все эти вопросы решаются. Мне кажется, что сейчас это намного легче сделать, чем когда-то, допустим, 100 лет назад, когда были и красные чумы ездили, да, и были вот кочевые школы. Сейчас сложно найти такое количество людей, чтобы они вот кочевали, и такого количества качественных преподавателей, которые бы обеспечивали должный уровень образования для всех. И в завершение нашей с вами беседы, наверное, основной вопрос для наших коллег: каким же должен быть журналист, который работает в сфере межэтнического, межкультурного взаимодействия? Но прежде всего знающим. То есть необходимо пул знаний для того, чтобы понять, что на самом деле происходит, особенно если случается конфликтная ситуация. Просто описывать фестивали, праздники – это, конечно, здорово и легко, но этим межнациональная жизнь нашей страны не ограничивается. Есть и экономические проблемы, и культурные, и законодательные, о которых мы с вами тоже говорили, да? И во всем этом нужно разбираться. И прежде всего нужно знать историю народов, историю взаимоотношений между народами на территории. Ну и самое главное – любить людей, для которых ты работаешь. Благодарю вас, Маргарита Арвитовна, за очень интересную беседу, и спасибо, что нашли время для того, чтобы стать гостьей нашего интервью. Спасибо вам. Ну а я напомню, вы смотрели «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.